Нешуточные противостояния, зал на одном дыхании наблюдает за схватками. Тренеры нервничают и активно поддерживают своих подопечных. Каждый стремится одержать победу и пополнить свою копилку новыми регалиями. Многие участники не новички, поэтому они волнуются не так сильно. Вот и эти спортсмены борются за право выход в финал. Через несколько минут состязаний выигрывает борец в синем, 11-летний Руслан Мамилов. Тренеру штандер сюда тешкали шибаха бахка. Дахкер аснахр хада тешкали шибаха бахка. Дахсугуртвалар. Такие юные, но с жесткой и не детской закалкой. Будущие триумфаторы России и мира. Они через слезы, кровь и пот рвутся к победе, как настоящие чемпионы. За этой схваткой тренеры наблюдали с особым волнением. По итогу борьбы досрочно выиграл Абдулмалик Костоев. В открытом республиканском турнире по вольной борьбе среди юношей памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера РСФСР Магомеда Дахкильгова принимают участие свыше 200 спортсменов в 20 весовых категориях. 2006-2011 год, юношеский турнир, открытый республиканский турнир. Так, очень хорошие схватки. Я думаю, зрелищные схватки и в финале будут. Первый проводить турнир в честь этого человека, этого заслуженного человека. Так, хатушек турнире, сын вак варсабян, тейпен нак варсабян, юртен нак варсабян, сын вак профинансировать для за границей, сын вак вак. Все профинансировать для проводить турнир. Это был, можно сказать, очень великий тренер, уважаемый человек. Мы гордимся им. Поэтому решили каждый год проводить турнир по вольной борьбе именно в этом селе Далаково. Это первый год, первый турнир. Я думаю, дальше этот турнир надо развивать, этот турнир надо поддерживать, вывести на тот уровень, чтобы его занесли в календарный план, чтобы он был ежегодным. И уже сегодня по юношам, а через несколько лет надо, чтобы этот турнир был и по молодежи, и по взрослым, чтобы имя нашего тренера по вольной борьбе Дахкильгова Магомеда звучало везде, где проводят соревнования. Магомед Дахкильгов оставил о себе самую яркую память. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, был не просто наставником, но и другом, братом. Он воспитал сотни именитых спортсменов, а те, в свою очередь, продолжили дело всей его жизни. В 1973 году в Грозном тренировке «Спартак», общество я спортивное. Вот я туда пришел, записал Стигуя Махмед Дахкильгов. Он был тренером. Махмед чуть Аслабек Захарович Гоевич, хотя тренером. Вот мы впервые познакомились, с этого момента вот, до самой смерти мы общались близко, практически с Ханхандыктва. У него после было времени Махмед Авахада, Казахстан Авахавайз. Все поменялось в Грозном, он уволился с работы, уехал в Казахстан, нас отвез. Да, Краснодарь, Адыга, физкультурный институт, он уехал в Казахстан. После этого с Казахстана он уже вернулся в Одессу, потому что я был в Одессе, был президентом Федерации вольной борьбы Одесской области. Он поехал к нам и находился в Одессе до самой смерти. Сегодня память о нем живет в сердцах многих спортсменов. Магомед Дахкильгов после продолжительной болезни умер в 2000 году в возрасте 55 лет. А турнир в честь него планируют сделать ежегодным. Зелимхан Калуев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.